Добрый день! Телеканал Юрга начинает новый телевизионный сезон, и мне радостно, что именно я первая приветствую вас в прямом эфире. В студии Екатерина Борш, и вы смотрите программу «Рабочий полдень». Начинаем! Небольшая подборка хороших новостей по традиции на самом старте. Итак, минувшие выходные во всех районах республики, да и всей страны прошли под знаком начала учебного года. В новом учебном году образовательные организации Республики Коми приняли почти 200 тысяч человек. Половина из них – это школьники, первоклассников более 11 тысяч. 60 тысяч дошколят пришли в свои детские сады, а учебные заведения высшего и среднего звена открыли двери для 40 тысяч студентов. А в селе Кослан Ударского района открылся первый в муниципалитете кадетский класс. На торжественную линейку в новенькой форме вышли учащиеся 6 класса. Счастливчики. Ученики Коми республиканского физико-математического лицея стали участниками всероссийского открытого урока «Россия. Устремленная в будущее», который провел Владимир Путин. Торжественные и праздничные мероприятия отгремели, впереди трудовые будни, поэтому я желаю нашим ученикам усердия и успехов на всех учебных фронтах. Минувшие выходные стали праздничными и для работников нефтяной и газовой промышленности. Поздравляем с профессиональным праздником! А вот усинцы отметили День города фестивалем «Комариные ночи Усинска-2017», карнавальным шествием и посадкой деревьев. По просьбам горожан в городе появился островок семейного счастья и традиций – аллея семьи. И вернемся к теме учебы. Самым радостным днем 1 сентября стал именно для первоклассников. Это событие – праздник для всей семьи. Праздник и новый жизненный этап. Ведь теперь состоявшийся школьник должен привыкать к новому режиму, другим нагрузкам и обязанностям. Как справиться с адаптацией успешной, узнаем в ближайшие 40 минут. И я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Это учитель начальных классов Ирина Колесова. Добрый день. И психолог Роза Игнатова. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять-таки, с удовольствием напоминаю нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире 46 90 60. Это телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Все-таки более 11 тысяч первоклассников в этом году в нашей республике. Так что, соответственно, родители гораздо больше. Своими вопросами, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием на них ответим. И начнем мы с такого вот определяющего, наверное, понятия, да, что такое адаптация, вот что в это входит, в это понятие. Адаптация – это процесс приспособления ребенка к новым социальным условиям. Вы правильно сказали, что ребенок идет в новую среду, где будут новые взрослые, это педагоги, где будут новые сверстники, это одноклассники, где будет совершенно другой режим дня, где будут совершенно новые требования. И ко всему этому нашему маленькому ребенку, нашему первокласснику нужно обязательно привыкнуть для того, чтобы его старт был успешным, ему надо адаптироваться, и чтобы в дальнейшем его школьная жизнь протекала успешно. То есть и действительно адаптация, ее можно на несколько аспектов разделить. Это физиологическая адаптация, это социальная адаптация и психологическая адаптация. То есть вот такие компоненты включаются в понятие адаптации. Это если так вот просто сказать, то это приспособление к новым условиям. Просто и сложно в тот же момент. Да. А вот если говорить об идеальной адаптации, идеальной подготовке к 1 классу, вот за какое время она должна начаться? Вот родители как? Вот в течение предыдущего года, с 6 лет ребенка, должны рассказывать, что такое школа? Или, может, еще раньше? Может быть, вся предыдущая жизнь – это подготовка к школе? Вот как? Ну, надо отметить, что долгое время ведущей деятельностью ребенка, дошкольника, является игровая деятельность. Поэтому понять, что такое учебная деятельность, малышу, конечно, очень сложно, потому что понятие учебной деятельности, если мы говорим об этом понятии, освоение учебной деятельности начинается вот именно в этом возрасте, ближе к 7 годам. Поэтому, конечно, подготовить ребенка, рассказать ему, что такое учебная деятельность, очень сложно на словах, он должен через это пройти. Если ребенок умеет играть, как бы вот ни звучало, если он владеет игровой деятельностью, то тогда переход к учебной деятельности будет гораздо легче. То есть нужно дать нашим детям детство, да, чтобы потом они успешно росли в школе? И как бы это ни звучало, ведь игровая деятельность, она и называется деятельностью, не просто так играть. Что такое деятельность? Это умение ставить цели, умение планировать, умение анализировать, умение сравнивать, умение оценивать. Понятно, что малышу это очень сложно, но все это он научается делать в игре. Если ребенок умеет играть, он будет уметь учиться. Ему будет легче это делать.
То есть мы все-таки не концентрируемся на том, что в следующем году или там, через 2 года наш ребенок идет там, в 1 класс. Мы просто в нужный этап даем ему нужные какие-то вещи, да? Ну, я думаю, что уже ближе к 7 годам обговаривать вот этого визит в школу и вот приобретение нового статуса учащегося, ну, наверное, стоит говорить с ребенком об этом. Что такое для него ученик, что такое для него школа, чего ждет ребенок в школе. Зачастую родитель ведь тоже формирует мнение определенное, что ребенок хочет. Зачастую сам родитель формирует отношения. Если идет позитивный настрой на школу, то, конечно, ребенку будет легче. Или у родителей, когда плохой опыт, соответственно. Да, зачастую мы слышим ведь даже такие, ну, скажем так, угрозы. Ага, пойдешь в школу, там тебя научат. Посадит учительница, даст домашнее задание, вот я посмотрю, как ты будешь его выполнять. Ты такой неусидчивый. Вот это как раз та позиция, которую ни в коем разе нельзя формировать в ребенке. То есть только положительное такое отношение. И если даже у родителей есть негативный какой-то опыт свой, ну, его лучше, наверное, от ребенка скрыть. Да, его лучше не транслировать. И здесь очень важный, я считаю, что момент такой, как любознательность. Игровая деятельность – это действительно очень важный этап, и он необходим для того, чтобы ребенок сформировался в дальнейшем как ученик. Но вот если где-то с 5 лет у ребенка появляется любознательность, и ребенок задает много вопросов, а почему, а как, а зачем, мы обязаны отвечать на эти вопросы, мы не должны ребенка отталкивать, потому что в дальнейшем это перерастет в познавательную активность, вот именно в учебную мотивацию. И поэтому уже с 5 лет, да и раньше, да, мы должны, вот возраст почемучек у детей есть, мы должны и просто обязаны отвечать на вопросы нашего ребенка. А вот так широко распространенная практика школы будущего первоклассника, когда приходит ребенок, ну, предположительно, в свою же школу, которая пойдет 1 сентября, знакомиться со стенами, знакомиться, возможно, даже своим будущим первым учителем. Это плюс или ненужный элемент и зря тратит время родители? Ну, в какой-то степени это плюс, но мы с вами понимаем, вот Роза Геннадьевна сказала о том, что ведь понятие адаптации – это понятие очень многозначное. То есть это и социальное, и психологическое, и педагогическое. Зачастую подготовка к школе зачастую ограничивается все-таки педагогической подготовкой ребенка. То есть, ну, скажем так, таким словом может быть натаскивание на знания. Обучение, то есть где-то даже происходит дублирование, обучение… Что и так получит в школе. Да, ребенок, да. Обучение чтению, то есть родителю почему-то кажется, что ребенок обязательно должен прийти читающим, хотя ни в одной программе начального образования нигде не транслируется вот такой факт, что ребенок должен идти читающий. Мы понимаем, что да, конечно, ребенку читающему будет намного легче, и скорость чтения будет отрабатываться быстрее, но умение читать – это не главный показатель. И зачастую, конечно, если вот идет такой однобокий подход к подготовке, ну, он имеет плюс, но не очень большой. Все-таки я считаю, как педагог, что психологическая готовность, здоровье ребенка. Мы же понимаем с вами, что дошкольник – это физическая активность, это игры, это бег, это прыжки. И мы прекрасно понимаем, что когда наш маленький дошкольник, попрыгунчик, придет в школу, 35 минут сидеть в статическом состоянии – это очень сложно. Поэтому подготовка… Взрослым-то некоторым сложно, да? Да. Мамы, конечно, очень сердятся, говорят, вот неусидчивый, но мы с вами понимаем, что это не неусидчивость. Это вот та двигательная активность, которую дошкольнику нужно обеспечить. Чем больше он будет двигаться, мне кажется, тем легче ему будет в школе где-то отсиживать, потому что он будет физически готов. Вот на самом деле один из элементов адаптации – это привыкание к новому коллективу. Вот по моему лично детству я вместе, вот мы в группе детского сада как выпустились, и пришли вот всей такой дружной, уже сформированной компанией, пришли в школу. Вот это ведь тоже облегчающий момент. Сейчас такое, наверное, реже встречается. Реже встречается, потому что сейчас, да, есть территориальный принцип. Мы с вами знаем, что школа и принадлежит какому-то определенному району, но есть возможность и пойти повести ребенка в другую школу,
при наличии свободных мест. Поэтому, я думаю, современному ребенку не составит проблемы адаптироваться и в другом социуме. Они настолько ведь активно сейчас умеют, они знают, они что в большинстве случаев, хорошо. Тем более в детском саду тоже есть социум, и там ребенок тоже уже научился общаться со сверстниками, и поэтому, как и говорят, что детки, которые посещают детский сад, они лучше все-таки потом привыкают и к школьным условиям. Да. Вот начало учебного года, 1 сентября, я была в Усть-Цильме на торжественной линейке школы. И мне удалось пообщаться с некоторыми родителями и бабушками первоклассников. И я выясняла, какие у них опасения по поводу адаптации детей к школе. Давайте, внимание на экран. Как думаете, какими сложностями столкнулись по адаптации? Конечно, после детского сада многие столкнутся, и родители, и ученики тоже 1 класса, потому что все равно будет какой-то переходный период, и им будет очень трудно, я думаю. А что именно? Нагрузка будет большая. За месяц нужно им очень много понять ребенка своего, затем нужно научить его усидчивости, затем нужно ему показать, как правильно выполнять домашние задания, то есть терпению очень много. И очень важный вот этот первый месяц, 2-3. Если за этот период ребенок сможет, выстроить свои отношения с учебой, с учителем и с учебным процессом, можно так сказать, то у него все получится. В принципе, мы к школе готовы, думаю, что справимся. Я считаю, что он уже адаптировался. Ему уже, потому что 8-й год, и он уже давно хочет школу. С прошлого года уже хотел. А как думаете, что нужно сделать, чтобы облегчить эту адаптацию? Знаете, может быть, если вспомнить прежние времена, когда начинали ходить в школу, и я, это было уже давно, и мои дети все-таки более плавно переходили к предметам. Нагрузка, наверное, была все-таки поменьше, и дети вливались быстрее в процесс школьной жизни, я так думаю. Я думаю, что в период адаптации в первую очередь это учитель и родители, отношения, выстраивание вот этих отношений. Я думаю, никаких сложностей не будет в этом, и он должен учиться. Самое главное, что ребенок настроен, мы готовы, и думаю, что все получится. Конечно, важно настрой и ребенка, и родителей, чтобы встречали на самом деле как праздник, и 1 сентября, и продолжение учебы, что это не ужас, какой начались наши обязанности, школа, ты взрослый, ты совсем взрослый. Вот папа сказал, что у меня уже взрослый достаточно, уже 8-й год. 6,5, ведь возраст которого может ребенок прийти в школу, 7-8. Для ребенка это такая очень большая разница. Она на адаптации тоже ведь сказывается, Постарше детки лучше адаптируются. Да, то есть детки, которые постарше, уже с 7 лет, которые идут, для них идет процесс лучше. Это связано с физиологией, потому что идет и созревание головного мозга уже в нужной достаточной степени, и идет анатомофизиологические особенности у ребенка уже несколько другие. Поэтому, конечно, когда идут 7-летки, то это лучше. Хотя закон об образовании, нам трактует, что с 6,5 может ребенок идти уже в 1 класс. Да. Очень порадовало в интервью с родителями, что, конечно, позитивный настрой родителей, позитивный настрой детей. Родители говорят о мотивационной готовности, что ребенок хочет идти в школу. Но есть один маленький нюанс. Мотивация, психолог нам, наверное, об этом расскажет, виды мотивации разные. Есть мотивация разная. И иногда бывает так, как в той юмористической истории про Вовочку, который 1 сентября, поняв, что этот процесс долгий, пришел домой и отказался идти на следующий день в школу, сказав, что вы меня, родители, не предупреждали о том, что вся эта история
на 11 лет. Вот зачастую так бывает и в жизни. Ребенок настроен не столько на учебу, Сколько на на 1 учебную, сентября. да, он настроен на праздник. И родители... Потому что родители стараются акцентировать на хорошем внимание, да, на поэтому одежде, вот нашли. на портфеле, Исподволь, на да, одежде. какие-то вот такие сиюминутные мотивационные вещи, красивый портфель, и ребенку кажется, что он весь такой красивый, нарядный, с новым портфелем, с новым пеналом, с красивым букетом. Придет красивая учительница, которая не ругается, улыбается, ничего не требует. Все рядом вокруг, праздник. И ребенку иногда кажется, что вот это будет всегда так. И когда начинаются рабочие будни, когда учитель начинает требовать, говорить о том, что должен так, так нельзя, конечно, у ребенка возникает некий кризис, что я то есть такого у него не ждал. сталкивается, действительно, у него была внешняя мотивация. В большинстве случаев родители действительно делают акцент на внешней мотивации. Может быть, для первого вот толчка это и неплохо, но все-таки должно быть и внутреннее ощущение, оно уже выработается чуть позже, что я действительно, и здесь очень важно, вот, чтобы познавательное желание узнавать новое было у ребенка. И тогда уже вот адаптация, мотивация станет уже внутренней, тогда уже позиция школьника появится. Это очень такой важный момент. И вот как раз мы говорили о подготовке к школе. Вот чем опасна такая подготовка к школе, малышу кажется, что он многое знает. И он приходит самоуверенный, что я все знаю, я все умею, и у него уже такие... Да, притязания к учительнице. А что вы еще мне можете такого дать, Да, чего не даже знаю так, да? я? Есть такие дети. Я это знаю, и это знаю. И начинаются вот такие реплики. Мне скучно. Мне неинтересно. И когда мы начинаем говорить с детьми, что ну вот а что ты хочешь? Ну, ничего не хочу, просто скучно. То есть вот мы понимаем, что вот такая подготовка к школе, когда идет натаскивание ребенка на знания, но она иногда даже вот делает такой какой-то отрицательный результат. Тут начинается учебный процесс. Вот сегодня первый полноценный день, когда не просто познакомились с учителем, а на самом деле уроки начинаются. К счастью, в этом процессе мы, родители, я имею в виду, и дети, не одиноки. У нас есть возможность обращаться сейчас к специалистам. Вот к вам, как к учителю, с какими вопросами подходят вот уже в первые недели? Что спрашивают? Подскажите вот это, а вот это как? Чаще всего родительские притязания, родители удивительно хотят сразу отметок. Родители хотят сразу домашнего задания. Зато потом не хотят, когда дети отметки начинают. Да, наверное. Ну вот надо сказать, что в этом у нас есть определенные нормы, законодательство, закон образования, есть требования санитарно-педагогической инспекции, эпидемиологической, которая говорит о том, что можно делать с ребенком в первом классе, чего нельзя. То есть есть определенные нормы для системы образования. И мы прекрасно понимаем, педагоги, что не отметок, отметочная, не нужно путать с оценочной. Оценка – это развернутая характеристика деятельности ребенка, какого-то поступка. А отметка – это все-таки зафиксированная, даже тот же смайлик, который используют учителя, это и есть отметка. То есть даже если ты используешь эту отметку, за ней должна идти оценочная, какое-то оценочное суждение, доволен ты работой ребенка, есть выполнение нормы или нет. Но вот родители зачастую, конечно, просят вот домашних заданий, просят такое вот формирование ответственности, спрашивают вот домашнее задание, например, поможет формировать ответственность в ребенке или нет. Чтобы тоже понимать, куда он попал, да? Да, но я всегда отвечаю, что в первую очередь ребенку должно быть в школе комфортно. И когда родители спрашивают, что делать, чтобы ребенку было интересно, всегда говорю, что терпение родителя и позитивный настрой. Формирование вот этой внутренней мотивации. Ребенок должен осознавать, что снег ли, дождь ли, радостное у него сегодня настроение или нет, он должен идти в школу, потому что есть определенные требования, есть определенные цели, которые вместе с родителем должны быть выработаны в ребенке. То есть какая цель, с какой целью ты ходишь в школу, кроме получения знаний? Это общение со сверстниками, это получение новых знаний, это узнавание новых источников информации. Ведь сейчас есть интернет-среда, ребенок считает, что интернет – это только игры. На самом деле современное обучение – это и интернет-среда. И у нас есть такое понятие, как информационно-образовательная среда, когда ребенок, если мы приходили в школу, видели перед собой только доску обычную имел,
то сейчас я для него являюсь неким волшебником. Владею работой с интерактивной доской, показываю, что я тоже немножко, может быть, хуже, но знаю, владею этой компетентностью информационно-коммуникационной. Вот, поэтому, конечно, роль учителя, она очень важна, роль родителя важна. И здесь, конечно, вот родители говорили в интервью, что понимание, да, должен быть тандем. И, конечно, родители считают, что педагог может все. На самом деле педагог может не все. Должен быть рядом вот как раз специалист-психолог. Конечно, требования врачей мы должны, медиков, соблюдать вместе с родителями. Зачастую родители тоже забывают о том, что ребенок часто болеющий, и говорят, давайте домашних заданий побольше, давайте проектов побольше. Здесь всегда мы за комфорт. И вот этот тандем. Да, Ирина Валерьевна вот сказала о том, что необходимо обязательно отметки очень, да, требуют родители для того, чтобы воспитать ответственность. Ведь ответственность мы можем воспитать совершенно в другие моменты. Например, собери тот же рюкзак. Ведь что происходит? По большому счету родители сами делают эту деятельность. Да. И не дают, проще. Да, так проще. И не дают развиться самостоятельности и той же ответственности ребенку. И поэтому не только в отметках ответственность воспитывается, но и в других моментах. Каких-то режимных, каких-то дополнительных. Школьную форму домой прийти повесить. Да, прийти повесить. То есть вот это именно то, что воспитает то, о чем мы сейчас говорили. Хочу еще немножечко праздника добавить. Сейчас небольшой музыкально-танцевальный подарок от коллектива прогимназии номер 81 «Анжелика» под руководством Марины Новиковой. Танец «Зажигай». Стали птички распевать и цветочки расцветать. И листочки расцветать. Все блестит, блестит, блестит. Я рисую речку, я рисую солнце. Где ты, моя радость? Выгляни в оконце. Я рисую солнце. Речку, а посередине яркое сердечко.
Вот такой небольшой подарок, такая маленькая музыкальная пауза. И такая мысль мне в голову пришла. Вот детки, которые посещают вот так танцевальные какие-то, где-то поют, спортивные секции, вот такие детки лучше адаптируются или лучше все-таки что-то вне учебной деятельности на первый класс вообще убрать? Нет, почему? Если ребята посещают, это очень хорошо, это действительно в здоровом теле здоровый дух, как говорится, да, поэтому это очень полезно. Единственное, что рекомендация, если вы до 1 класса не посещали какие-то кружки, какие-то секции, то лучше все-таки и пока не начинать, чтобы ребенок привык к новому режиму, к новому ритму жизни, а если вы до этого посещали, то можете дальше продолжать. Опять-таки обратите внимание здесь на утомляемость ребенка. Если вы ходите на танцы, на английский, на шахматы, я не знаю, мальчишки на футбол, и у вас огромное количество и спектр разнообразных досуговых таких вот мероприятий, то, конечно, тут смотрите по утомляемости. Если вы видите, что ребенок утомляется, клюет носом, что он весь уставший, то лучше что-то уже с ним сесть, опять-таки обсудить это, а не резать просто-напросто, да, и решить, что давай мы все-таки вот это пока отложим, а вот оставим то, что тебе, посмотри, ты действительно устаешь, давай вот что-то куда-то вот в одно направление пока будем заниматься. То есть лучше таким образом сделать. А в принципе адаптация, вот сколько времени она может занимать? Вот растянуться от и до? Здесь очень все индивидуально. Во-первых, действительно зависит все от здоровья ребенка, да, мы смотрим, если это дети с хроническими заболеваниями, там, допустим, с сердцем, с органами дыхания, то есть, то тут надо смотреть. У них, конечно, где-то будет подольше адаптация длиться. Но вообще в среднем, да, хорошая адаптация, если за 2 месяца мы видим, что ребенок весел, с желанием идет в школу, его успеваемость на должном уровне, он нашел общий язык со сверстниками и с педагогами, с взрослыми, то от 2 месяцев это хороший. До полугода, да, у кого-то полгода длится адаптация. Это дело такой не недели, чтобы это дело родители не пугались. недели, да, как вот сказал у нас папа, что мы готовы, несмотря на то, что нам уже, да, 8-й год. Конечно, ребенок хочет, и это мотивационная готовность, и это здорово, но это не значит, что ребенок адаптирован к школе. Вот, поэтому здесь все индивидуально, и, конечно, если вот в 2 месяца вы видите, что у вас все отлично, замечательно, у вас хорошо прошла адаптация. Еще одна пауза нас ждет. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после небольшой блок новостей и продолжение программы. Полдень. Напомню, что сегодня мы говорим об адаптации детей, первоклассников в школе. Это очень важный момент, что нужно не упустить. Чем мы можем помочь, об этом сегодня говорим. Еще есть у вас возможность дозвониться в прямого эфира. До прямого эфира 46 90 60, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы. Напомню, что в гости нашей студии это учитель начальных классов Ирина Колесова и психолог Роза Игнатова. Все-таки самое важное создаем мы, взрослые. Естественно, ребенок попадает в эти условия, мы его туда как бы втаскиваем, да, и поэтому нам важно сделать все от нас зависящее, чтобы все было проходило замечательно. Мы, родители, государство, да, сообщество взрослых, школа. Вот что нужно, должно сделать, чтобы было все хорошо? Ну, мы с вами знаем, что закон об образовании как раз трактует определенные требования к системе образования и к системе начального общеобразования в том числе. То есть уже Роза Геннадьевна говорила о том, что прием в школу по закону об образовании ребенка не менее 6,5 лет. Ну, если вдруг у родителя возникает желание, здесь он ответственность во многом берет на себя, и мы понимаем, что по решению медико-психологой комиссии, как мы называем ПМПК, решение, возможно ли раннее вот такое обучение ребенка. Затем у нас есть такой документ, как требования санитарной, о чем мы уже говорили, эпидемиологической инспекции, санпины так называемые, которые оговаривают протяженность урока. И мы знаем, что 1 класс, если 2-й, 4-й это 45 минут, то 1 класс это не более 35 минут. Затем у нас есть такое понятие, как ступенчатый режим обучения ребенка. Мы начинаем обучение сентябрь-октябрь с 3 уроков, затем потихонечку идет нарастание до 4, до 5, это уже с учетом урока физкультуры. Обязательно, вот мы говорили о том, что ребенок находится в статике, после такой активной игрового периода дошкольного, не менее 40 минут должно быть динамической паузы. То есть это либо выход на улицу ребенка, либо это какая-то игровая пауза,
Ну, вот такая большая 40 минут. Ну и затем мы уже говорили, что это отсутствие домашних заданий, это отсутствие отметочной системы. То есть это то, что создает для нас вот эти условия государства. Ну и понятно, что от учителя это выполнение вот этих требований. Ну и такой должен быть, если говорим условия, которые должен создавать учитель, школа, психолог, то это комфорт ребенка в первую очередь, это определенное общение без каких-то повышенных тонов, без каких-то определенных там требований. То есть должны быть, безусловно, требования, ребенок должен понимать. Есть такое, может быть, не очень хорошее понятие у учителя «усадить». То есть первые, вот эти вот первые месяцы мы ребенка усаживаем. Это не значит, что он сидит у нас вот 35 минут в статике, но мы говорим ему о нормах, что такое школа, что такое учебная деятельность, что такое умение ставить цели, да, какие правила поведения. То есть для ребенка это достаточно серьезный труд. Начальное общее образование – это вот первая такая очень важная ступень, хотя если ребенок посещал дошкольное какое-то учреждение, то здесь абсолютно такая новая веха жизни, его вот общение с социумом. Ну и получается, от родителей наиглавнейшая, наверное, задача – это тоже комфортные условия и пребывание дома, чтобы ребенок приходил и мог расслабиться. Конечно. Да, да, то есть доброжелательная атмосфера, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и в безопасности. Но я хочу немножечко вернуться к словам Ирины Валерьевны о том, что ребенку необходима даже та же динамическая пауза в 40 минут. Почему? Потому что с момента, как ребенку исполнилось 7 лет, у него не уходит игровая деятельность одномоментом по щелчку и начинается учебная деятельность. Все-таки игровая деятельность еще у ребенка присутствует. И поэтому играть ребенку необходимо, двигаться ребенку необходимо. Почему все-таки в первом классе урок длится 35 минут, а не большее количество по времени? Потому что, если почитать труды Марии Михайловны Безруких, можно родителям обратиться и найти ее труды, почитать, будет очень полезно родителям первоклассников. Вот одна из рекомендаций, да, можно да. почитать. То она сравнивает нагрузку на нашего первоклассника, который испытывает, придя в школу, с полетом космонавта в невесомости. То есть это настолько физиологически сложно и трудно ребенку, что, конечно, нам необходимо вот это вот не столь продолжительное количество времени. Динамическая пауза. Может, мы что-то нашим родителям покажем? Так, с радостью я попрошу вас помочь мне. Я буду ребенком. Да. Можно, да? То есть мы выполним кинезиологические упражнения. Это упражнения, направленные на развитие мозговых структур и просто на физическое здоровье. Да. Я сейчас буду показывать упражнения. Ваша задача за мной повторять. Так, плечо, пояс, локоток, хлопок. Поменялись. Плечо, пояс, локоток, хлопок. А теперь быстро. Плечо, пояс, локоток, хлопок. Быстро. Плечо. Ускорение. проверку. И с детьми. То есть, посмотрите, здесь и юмор есть, и у нас идет увеличение темпа, и за счет этого веселость. И ребенок потом быстрее это выполняет. Еще раз. Плечо, пояс, локоток, хлопок. Плечо, пояс, локоток, хлопок. Это сложно перестать. Да, детям интересно, наверное, легче. Мы начинаем в очень медленном темпе, а затем, непонятно, что не в этот же день. А дети не разбесятся? Вот это вот. Нет, они очень собираются, очень наоборот отдыхают, у них идет переключаемость внимания. И второе упражнение, которое хотелось бы показать, тоже относится к кинезиологическим. Левой рукой беремся за правое ухо, а правой рукой касаемся носа. Хлопнули. Руки поменяли. Правой рукой поменяли. Правой рукой касаем. Правой рукой касаемся уха и касаемся носа. И опять хлопок. И опять руки поменяли. Левая, правая, хлопок. Правая, левая, хлопок. И то есть опять идет ускорение. Даже нам, взрослым, это действительно сложно. И представьте, насколько, да, и ребята отдохнули, посмеялись и уже сели взбодрившиеся и готовые дальше заниматься. Ну, а как показывает практика? Вот так вот повеселились, подинамичничали, потом их доносили какие-то знания до них. Не сложнее? Ну, опять же, мы говорим о том, что при правильной организации учебной деятельности, о которой сейчас мы все больше и больше говорим, вот как раз то пресловутое развивающее обучение, о котором все говорят, и никто толком не знает, что это такое. То есть вот говорила бабушка в интервью, что раньше вот мы были, там было по-другому. Раньше мы с вами понимаем, что система была другая, мы жили в другом государстве, и требования были, и школа была другая. Главная цель – это получение знаний. То сейчас в системе развивающего обучения в нашем обществе главное, чтобы личность ребенка, личность человека была
достаточно активная, жизненной позиции, умеющего ставить цели, планировать. И тем самым вот мы говорим о том, что главное это учебная деятельность, а знание является не целью, а средством. А можно в 3 словах, вот, к сожалению, время эфира подходит к концу, в 3 словах, когда бить тревогу, вот, обращаться уже ко всем, кому можно, психологам, психиатром, может быть, даже. Вот, на что обращать То есть внимание здесь родителям? обязательно, да, если ребенок, но это должен быть комплекс, мы не смотрим по одному какому-то моменту. Ребенок не хочет идти в школу, ребенок не может найти общий язык со сверстниками, ему тяжело дается общение с педагогом, у ребенка идет неуспеваемость. Если мы видим, у ребенка плохое соматическое самочувствие, да, он плохо спит, он может на уроках, извините, даже залезть под парту, то есть когда идут такие вот поведенческие моменты. И когда мы видим, что это действительно присутствует, то нам уже надо бить в колокола, обращаться к специалистам. Я думаю, что практически в каждом... Это не значит, что все совсем не получилось, просто, может быть, немножечко уйти назад, начать сначала, да? Просто надо чуть-чуть побольше помочь. Просто, да, ребенок, ему нужно помочь нам, взрослым. То есть мы, взрослые, уже объединяем усилия, педагоги, психологи, родители, и совместно уже решаем трудности. Проблемы. Я очень надеюсь, что у всех нынешних первоклассников все замечательно, вся адаптация пройдет, все будет хорошо, и они всей душой полюбят школу, как это было когда-то со мной. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. И нашим телезрителям я напомню, посредством функции видео по запросу IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании Jurgen.rf. Смотрите «Рабочий полдень» завтра ровно в 12. Хорошего вам дня.